картинной галерее города Камрат открылась выставка рисунков знаменитого гагаузского скульптора и художника Афанасия Карачебан. На выставке представлены более 150 рисунков, и приурочена она к 50-летию автора. Его зарисовки называется выставка мастерской скульптора. Работы более раннего периода, начиная с его 11-летия, где рисунки прижизненные его родителей. И сейчас мы можем благодаря этой выставке увидеть целый исторический экскурс в историю. То, что здесь прижизненные рисунки и Маруневич, и Покровской, и очень много исторических лиц, которых мы сейчас знаем и видим. На сегодняшний день он единственный карандашист, которому нет подражания. Так охарактеризовала своего брата Людмила Карачебан-Марин. Из него выжимали карандашный рисунок, карандашный характер образа. Это было однозначно, это было всегда, везде, на каждом шагу, днем и ночью. Он прошел сильнейшую школу, сильнейший класс Карачебана-старшего. Вот то, что мы сегодня видим, это та малая-малая часть того, что им сделано. Сын художника Дмитрий Карачебан-младший пошел по стопам отца и деда. Правда, стать скульптором в его планы не входит, а видит он себя больше в живописи. Отец для меня был всегда первым учителем в этом поприще. Да и я, в принципе, ничего другого и не знал. Когда начал взрослеть, для меня самое родное это было рисование. Я именно что закончил, я учился на преподавателя живописи и сейчас собираюсь продолжить эту стезю дальше. Выжимка до 2000 года, так назвал выставленные в картинной галерее рисунки сам автор. По его словам, эти работы раннего возраста и выставляются только в Гагаузии. Эти работы – это то, что я сделал только в Гагаузии, потому что из Турции я не могу привозить их. Они как-то… Я вообще пытаюсь через границы не переводить, поэтому эти я не отвозил туда. И те работы я не могу привезти сюда. Сам художник отметил, что, работая над рисунком, для него важно подчеркнуть не только внешность человека, но и показать его внутренний мир. Я заметил, когда я общаюсь с человеком, это один человек, а когда я общаюсь с его лицом, то есть начинаю его рисовать, мне все, что необходимо в общении с ним, то же самое необходимо в рисунке, поэтому я не люблю, когда застывает человек. Я прошу, чтобы человек разговаривал, чтобы я впитывал. Мне кажется, что каким-то метафизическим образом и голос входит в линию. Афанасий Карачебан проживает со своей семьей в Турции. Кроме творческой деятельности, он занимается еще и преподавательской. Однако, как отметил сам художник, мастер обязан оставить после себя учеников. Поэтому в перспективе он планирует открыть школу скульпторов и в Гагаузии.